При главы Коми Владимир Уйба провел очередное заседание оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В числе первоочередных были вопросы обеспечения больниц республики медицинским оборудованием. Так, зампредседателя правительства Коми министр здравоохранения Виктория Филин проинформировала об установке полученных аппаратов для проведения тестов на наличие COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в лабораториях Сыктывкара и Ухты. Министерство здравоохранения Республики Коми для лаборатории ГБУС Республики Коми, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями приобретено 3 аппарата Ротор-G. По состоянию на 13 апреля 2020 года один аппарат Ротор-G запущен в эксплуатацию, и 2 аппарата готовятся к передачи на условиях временной аренды в Роспотребнадзор. Минздрав Коми также готов к реализации проекта по профилактическому лечению медицинских работников и лиц, контактировавших с больными коронавирусом. Еще один вопрос на повестке дня – дезинфекция общественных пространств. Уже в скором времени все улицы городов и районов будут обработаны специальными растворами. Дополнительно сегодня встречались с коллегами из Сыктывкара, потому что и больший объем работы, очевидно, здесь эта работа начнется в первую очередь. Сегодня к исходу дня будут представлены. Ну и дополнительно с Минфином отрабатываем порядок, возможность предоставления муниципалитетам субсидий на закупку таких ДЭС-средств. Доклад закончил. Виталий Иванович, коллеги, вот я вчера проехал по городу. Ситуация следующая. Солнечная сторона улицы, она уже вся пылит. То есть по солнечной стороне улицы снега нет. И остановки у нас уже без снега, и тротуары без снега, и дорога солнечная сторона, южная сторона, она вся идет, техника проходит, поднимается пыль столбом. Действительно, северная сторона улицы, она еще под снегом. Но у нас, если мы так вот будем ждать, пока северную отпустят, то мы в этом смысле совершенно точно можем подвергать заражению сами себя. Владимир Уйба призвал ответственных лиц работать шаг за шагом и не ждать, когда улицы города полностью освободятся от снега. Так, уже сейчас обработку дезинфицирующими средствами нужно проводить на солнечной стороне улиц. После, когда сойдет снег с северной стороны, обработать и ее, после чего закрепить результаты и провести финишную дезинфекцию. Конечно, это потребует дополнительных расходов, но безопасность граждан Коми должна быть в приоритете, подчеркнул Владимир Уйба. Тем временем в республике готовятся запустить автоматизированную систему выдачи пропусков. Она позволит правоохранителям более тщательно отслеживать лиц, которые выходят в эти дни на улицы. Действия сотрудников органов внутренних дел таковы, что, останавливая человека на улице, можно зайти в систему, забить фамилию, имя, отчество, 4 цифры паспорта. Мы специально сделали 4 последние цифры паспорта для того, чтобы можно было уйти от обработки персональных данных, достоверно сверить и увидеть, что сотрудник действительно правомерно передвигается по городу. Перед тем, как система будет запущена в полном масштабе, ее в течение нескольких дней протестируют, а в общий список внесут и данные по тем людям, которые находятся на карантине.